Когда в Абхазию приезжают российские специалисты, историки, археологи, политологи, мы, конечно, с удовольствием приглашаем их в нашу студию. Ну, а если лектор еще и наш соотечественник, то интереснее вдвойне. Александр Сергеевич Орлов-Кречмер прочитает нам лекцию на тему «Абхазское общество в контексте исторического развития культуры». Каждого приезжающего в Абхазию человека, все мои друзья, родственники, знакомые тут же засыпают вопросами. Ох, а какое ваше мнение, какой комментарий, а вы видели это? Да, естественно, я обычный человек, я вижу то же самое, что видите вы все. Вижу, чувствую, ощущаю, горюю, радуюсь, надеюсь вместе с вами. Но законы психологии таковы, что спрашивающий человек всегда ожидает услышать ответ на его внутреннее состояние. То есть он заранее хочет подтверждения своего вывода. Орлов-Кречмер Александр Сергеевич, доктор социологических наук, профессор, коллекционер. Родился в Сухуми, окончил золотой медалью 10-ю среднюю школу. Президент Академии исследования российского общества, действительный член ряда российской и международной академических сообществ, секретарь комиссии по социальному развитию правительства России, советник президента России по социальным вопросам, входил в Совет предпринимателей мэрии Москвы, лауреат национальной премии «Бизнес Олимп личности», опубликовал более 20 монографий и книг, автор первых российских учебников для вузов по коммуникационному менеджменту и социологии труда. В 2015 году за трилогию «Образы Абхазии» удостоен первой премии, большой медали и звания лауреата Всероссийской литературной премии святого князя Александра Невского. Я вижу точно так же, как и все. И материальный ущерб, и разбитые здания, и отсутствие инфраструктуры, и сложности в быту. Это все видно. Но как специалист я обязан видеть, анализировать и предусмотрительно подсказывать своим уважающим науку коллегам и аудитории те тенденции, которые пока не очень видны. Пока только показываются вот из общего хаотичного движения. Поэтому, когда мне говорят, вот смотрите, экономика разрушена, вот нет индустрии сельского хозяйства, я всегда отвечаю, что я очень верю в будущее Абхазии. И это не эмоциональное состояние, это не какое-то свойство моего характера, это простой экономический расчет. Абхазия – одна из самых богатейших стран на Земле. Я на этот счет как-то опубликовал в интернете статью, которая вызвала взрывной характер. Люди много чего писали, иногда даже не вчитываясь в написанное. А между прочим, это так. По количеству ресурсов, данным Богом, по количеству ресурсов, воспроизведенных человеком, Абхазия одна из самых благополучных стран. Пожалуйста, водные ресурсы, пожалуйста, природные ископаемые, пожалуйста, потенциал рекреационный, пожалуйста, количество, есть такой индекс, называется Estate Index в западной терминологии. Это количество недвижимости на одного человека. Самый высокий считается в Канаде, это 54 квадратных метра. Что такое Канада рядом с Абхазией? Мы имеем гораздо большие показатели.
Да, разрушены производственные здания. Не надо посыпать головы пеплом, а они нам нужны. Они построены для тех технологий, которые ныне не воспроизводятся, для той продукции, которая никому не нужна. Они занимают землю, самый дорогой ресурс. Давайте посчитаем, сколько приходится земли на одного жителя Абхазии. Россия позавидует с ее огромной пустой Сибирью. Все это надо ценить, все это надо знать, и все это надо грамотно использовать. Остановлюсь, иначе выйду далеко за границы своего доклада. В чем причина? Причина в том, что когда обществу нужно решать какие-то задачи, оно решает. Для этого не нужны ни вожди, ни руководители, ни даже, боюсь этого слова, менеджеры и директора. Потому что народ знает, что ему надо и как это достигать. В 1992 году в Абхазии не было ни одного солдата и армии. В короткое время армия была создана, задача была решена, была достигнута победа. Народ мобилизовался сам, без всяких мобилизационных оповещений. Но экономика, но прочие очень важные сферы, все равно они вторичны, потому что первична сфера духа, сфера ценностей, сфера культуры. Культуры, я имею в виду не бытовой уровень культуры, как вы понимаете, когда надевают зеленые носки к коричневым туфлям, да? Я имею в виду ту материальную культуру, которую столетиями, тысячелетиями накапливает каждый народ. Общество ведь развивается неравномерно. Посмотрите на современное общество. С одной стороны, стремительно ухудшается обстановка, связанная с международными отношениями. Финансовые кризисы учащаются, убыстряются и возрастают в масштабе. Кризис научных воззрений, особенно в гуманитарной сфере. Люди не могут объяснить себе вопросы бытия. В сфере свободы исповедания религии нарастает экстремизм, нарастает непонимание. В трех соснах люди плутают, иногда не понимая, кто мы и как нам дальше развиваться. И одновременно с этим мы видим совершенно стремительное развитие технологий. Сегодня технологии могут все. Практически не существует задач, которые новая техника, технология и наука естественная, не может достичь, решить. Сегодня опережающими темпами стала развиваться фундаментальная наука. Мы уже совсем не понимаем ничего, что говорят нам ученые. Более того, ученые из одной сферы совершенно не понимают того, о чем говорят их коллеги из соседней сферы. Так и должно быть специализация, универсализация позади. Вот видите, в этом неравномерность развития мира. Так было, так будет, этому удивляться не надо. За этим стоят мощные социальные законы, законы развития человеческой культуры. Такие же точно законы действуют в обществах, в маленьких социумах, больших социумах. Но мы, привычно говоря об обществах, подразумеваем этнос или нацию. Очень часто люди путают эти два смежных понятия. Каждая нация и каждое социальное сообщество, каждый народ, для того, чтобы не путать вас терминами, ищут также свои пути сохранения и развития, как и наука, как культура, как общемировые базовые тенденции. Ищет и Абхазия. Ищет. Вот каждый из нас, ворча на кухне о том, что трудно на рынке что-то купить, тем не менее думает, как прожить завтрашний день,
как помочь близкому. Это и есть фундамент общества, взаимоотношений между людьми. В основе поисков всегда лежало базовое понимание исторического опыта. Мы всегда действуем, исходя из тех шишек, которые заработали в предыдущие тысячелетия. В Абхазии исторический опыт очень давний и очень нелегкий. Не надо кивать согласно головой, потому что, увы, сегодняшняя историческая наука не совсем адекватно описывает тот исторический путь, который прошли наши все народы. Принято считать, что в Абхазии исторический опыт насчитывает 2 тысячелетия. Откуда взялась эта цифра? Честно скажу, я подозреваю, что взялась от журналистов. Нет никаких серьезных документальных или археологических оснований называть 2000, 2500, 3000 этапами развития народа Абхазии. Это все зависит от того, какими критериями мерить и от каких критериев отталкиваться. Поэтому история по преимуществу состоит из совокупности описаний событий и культурных феноменов. Переходим, собственно, к понятийному разбору моего небольшого доклада. Сейчас эта тема называется культурной антропологией или культурной этнологией. Это изучение человека внутри современных хозяйственных, институциональных, межличностных, о чем я только что говорил, связей, и его представлений о своих потребностях, проблемах, которые побуждают его поддерживать, развиваться, создавать элементы собственной культурной действительности. Культура выступает как система социально приобретенных и передаваемых или транслируемых от одного поколения к другому поколению различного рода символов, ценностей, норм поведения, то есть того культурного содержания, при помощи которого люди организуют свою жизнедеятельность. Вот культура-то и является основой моего убеждения в том, что здесь все будет хорошо. Я повторю громко, чтобы было хорошо слышно. Все будет хорошо. Иными словами, культуру можно обозначить как систему ценностей и убеждений, которые выражаются через социальный инструментарий. Ну, какой? Традиции, язык, различные нормы, формы поведения, стандарты жизни. И с помощью этого инструментария упорядочивается социальная жизнь, осуществляется взаимодействие людей. Иными словами, культура – это материальное, нравственное, духовное творчество и совокупность его результатов. Теперь культура не существует сама по себе. Культура – непременный атрибут общества и людей, только что мы сказали. Но люди тоже живут не в вакууме, не в пробирке. Люди принадлежат какому-то этносу и входят в какую-то национальную группу или нацию. Вот тут сплошная путаница. Последние десятилетия в литературе, лучше ее вообще не открывать. Читайте первоисточники. Давайте разбираться. Этнос – это социальный организм, который представляет собой сочетание собственно этнических элементов, то есть язык, народно-бытовая культура, обрядовая деятельность, этническое самосознание, своего единства как целого, закрепленное в этнониме, то есть самоназвание этноса. Сочетание с условиями его развития. Но представлять, что этносы возникли в дальние исторические периоды и неизменно с небольшим эволюционированием дожили до сегодняшнего дня, это, конечно, неверно. Люди изменяются ежегодно, ежемесячно, и даже вы все и я тоже в начале лекции были одними, в
конце лекции станем умнее другими. Это жизнь, это ее законы. Поэтому непрерывная история развития от возникновения и до исчезновения, увы, этнос – это организм. Есть период зарождения, развития, высшая стадия, упадка нет. Это называется персистентное состояние. За этим кокетливым термином кроется ужасная вещь, когда люди застывают навсегда, им уже неинтересно развиваться. Этнос начинает стагнировать. Был бы упадок, это тоже развитие, только отрицательное. А вот стагнация, когда теряется интерес к жизни, в избыте мы это знаем, это самое неприятное состояние, упадок духа. Вот это наиболее тревожный период, персистентное состояние, когда развитие замирает, а этнос что? Ассимилируется. Люди не исчезают, исчезает этнос. Поэтому за этими тенденциями надо следить не только изнутри, из общества, но и ученые должны подсказывать. В Абхазии, слава Богу, я пока таких тенденций тревожных не вижу. Своевременно и очень правильно, и очень хорошо, может быть, даже мягко проводится забота о развитии родного языка. Другие страны этим похвастаться не могут. Ну, из бытовых наблюдений идешь, вот я ж вижу языковую среду, как она год тому назад, сейчас особенно нравится молодежь. Старшие ворчат, ну, мы все такие, в наше время было лучше, оно понятно. Молодежь, она впитывает это, как воздух, естественным образом. И это правильно. Поэтому надо приветствовать любые разумные, конечно, усилия по сохранению этнического архетипа. Здесь, в Абхазии, абхазского архетипа. Но народ не только этнос, народ – это нация. Давайте разбираться, в чем разница. Нация – это определенный этносоциальный организм и историко-культурная общность людей, которые складываются в течение очень длительного исторического периода в результате соединения, перемешивания, можно применить такое слово, представителей различных племен и народностей. Поэтому структурные изменения в результате катаклизмов всегда несут риск утраты автохтонного генотипа народа и национальной культуры как его элемента. Национальная культура сплавляется из этнических культур на основе соотношения с общемировыми, общечеловеческими системами. Прежде всего проявляется буквально во всех областях жизни этноса, в языке, воспитании детей, одежде, устройстве жилища, домашнем хозяйстве, ну и, конечно, фольклоре. На формирование этнической культуры оказывают влияние природные условия. Язык, религия, а также психический склад этноса. Но этническая культура не может существовать без связи с системообразующими культурными мирами. В противном смысле неминуемо наступает культурная персистентность. В переводе на русский язык нельзя жить в стеклянной банке, перевернутой вниз дном. Нет культурного обмена с внешним миром, нет обогащения, взаимного обогащения. Маленький народ обогащает большие народы в равной мере, просто менее интенсивно. Почему я заговорил вот об этом? Я прервался в своем введении на том интересном обстоятельстве, что все задающие мне вопросы обращают внимание прежде всего на материальные убытки, огрехи, все те недочеты, которые мы видим каждый день. Я всем говорю, что я верю в Абхазию, и тут же начинаю дополнять свое высказывание тем, что я тоже вижу тревожные моменты. Но меня тревожит не покраска зданий и даже не вызвавшее у меня прединфарктное состояние покраска белилами камня
этого мэра направить в Египет, он бы там покрасил египетские пирамиды белым цветом. Красиво было бы. Совсем иное. Две тенденции вызывают настороженность. Первое – мифологизированность истории и общества. Мы стали придумывать историю, мы стали выдумывать факты, мы стали верить в это. Мы как-то ищем замену, что ли, религиозным убеждениям? Нет. Мы стали сами себе казаться ярче, лучше, красивее. Это обычный синдром победителя. Увы, он знаком во многих обществах. Как начинается война? Объявляется мобилизация. Затем создается ополчение и, собственно, боевые действия. Завершается все, к счастью, победой. Далее неизбежно должен последовать следующий этап – демобилизация. Вывод общества из состояния фронтира. Я боюсь, что с этим несколько запоздало общество. Надо сложить оружие, надо перестать искать врагов. Иначе мы будем бегать, искать и искать и искать вот в соседе, в друге, в товарище, в партиях, в политике. Наверное, этим отсутствием политического релакса и объясняется некоторая напряженность. Меня это тревожит как специалисты. Это первое. Второе, надо с уважением относиться к народу в широком смысле. Народ бесценен. Как каждый человек бесценен, уникален. Нет плохих людей, есть плохое отношение наше к ним. Надо уважать народ, его изучать. Что такое уважение народа? Это изучение народа. Изучая, ты погружаешься в его закономерности, в его ценности, в его нормативную базу, и ты понимаешь его. Значит, ты начинаешь уважать. Вот хотелось бы видеть ускорение, конечно, этого процесса. Потому что важным элементом этнической культуры является душа народа, так принято говорить. А особенно здесь, где вообще души, страна души, люди душевные. Вот эта душа народа еще называется национальным характером или психическим складом этноса. Национальный характер не является чем-то застывшим, его особенности определяются исторически. Славянин образца 21 века и славянин тогда, когда складывалась русская нация в 15 году, это разные люди, которые друг друга, встретив, посчитали бы себя совершенно антитипичными. Поэтому национальный характер существует, но не наследуется от предков, а приобретается в процессе социализации. Как принято говорить, при воспитании. Причем далеко не каждый член этноса может считаться обладателем типичного национального характера. Ну, нет типичного русского, типичного абхаза, типичного... Вот есть типичные политики. Но это не народ, не этнос и даже не социальный отпад. Отсюда вытекают вот такие жизненные потребности равноценного изучения культуры, уважительного изучения культурной и культурной этнологии народа Абхазии, я подчеркиваю, народа. Потому что я читаю с удивлением в интернете, а где сейчас читать? Больше негде. Свою библиотеку я уже давно прочитал. Греки изучают корни греческих переселенцев здесь, в Абхазии. Отлично, аргументированно, назвал бы даже фамилии. Я читаю подобные изучения армянских историков. Абхазские историки глубоко копают свою тему и достигли великолепных результатов, я уважаю науку. Но это, понимаете, как вот, когда начинаешь расставлять по полочкам, нет суммы. Вот нет Абхазии. Если пойдет дальше,
собственно, и абхазская нация это возникла в XIX веке, была Абжо, была исчезнувшая общность Гума, Апсу, Джигеты, Убыхи. Вот если каждый будет изучать каждую деревню, наверное, все-таки возникнет потребность выхода на уровень обобщения. Это крайне важно. Для этого должны быть специалисты. А специалисты не падают с неба, поэтому молодежь должна понять, что это путь их служения Родине. Они должны исследовать этим путем. Пока по этому пути идут единицы. Но среди новых публикаций, к сожалению, не удалось встретить ни одной работы по данной тематике. Я внимательно отслеживаю ситуацию. Поэтому во многом возникают мифы, которые начинают доминировать в общественном сознании. Научное сообщество Абхазии сегодня состоит из достойных уважения специалистов, многих я знаю лично. Известны их труды, известны их открытия, высоко ценятся их работы. Но сегодняшние задачи и вызовы требуют новых актуальных исследований, новой методологии. Наверное, все-таки совокупность советской методологии уже себя изжила. Более решительного противодействия требует попыткам опираться при анализе современных проблем на устаревшие и ошибочные методики. В частности, на мифы советского периода наслаиваются на наших глазах все новые и новые измышления. Но между тем, еще одна особенность, которая меня настораживает. В социальных сетях, в интернете стали циркулировать немало таких демагогических, популистских, откровенно провокационных и дезорганизующих общественность домыслов. Специалисты коммуникационного менеджмента легко могут узнать в некоторых этих домыслах почерк аналитиков небезызвестных спецслужб. Это тоже не секрет. Мы понимаем, где мы живем, в каком мире. Войной это назвать нельзя, но безмятежным миром точно здесь не пахнет. В последнее время, например, мне стало все чаще встречаться пропагандистская продукция университета Фатих. Это такой мозговой центр пантюркистского движения Хизмет. Это, если кто знает, возглавляемого, финансируемого то ли американцем, то ли турком, который живет в Америке, в Пенсильвании, хорошим бизнесменом, Хизмет Фехтулла Гюлен возглавляет, который, кстати говоря, за последние десятилетия стал активно укоренять свои структуры здесь, в Абхазии. Пока мы на это смотрим благодушно. Думаю, что руководители государства знают, как противостоять такому натиску. Конечно, это очень тонкая материя, о которой я говорю. Проще руководить торговлей, проще руководить автобазами, это все понятно. Кстати говоря, о ресурсах, о которых я говорил. Я примерно прикинул структуру автопарка Абхазии. Вы знаете, о чем я говорю. Есть индекс потребления бензина на душу населения. Рядом с нами Германия стать не сможет, уверяю вас. Расход бензина на эти монстроподобные гиганты, которые ездят, примерно 20-25 литров. Мужчины кивнут и подтвердят. А ведь они составляют значительную долю устаревшую. Машины тоже хорошо себя отмечают в расходе бензина. Так вот, возвращаясь к той мысли, от которой отошел, все сказанное должно ложиться в повседневную практику руководства, построения стратегии. Прежде всего анализа, затем построение стратегии развития страны на ближайшие годы. Ведь каждый руководитель должен руководствоваться тремя основными постулатами. Прежде всего, ни один руководитель не является субъектом, определяющим жизнь. Он всего-навсего исполняет волю социальных групп, народа,
нации. Народ – субъект истории. И это некрасивая фраза. Если народ что не хочет, я не знаю такого человека, который мог бы пойти супротив. Поэтому надо знать мнение народа. Очень хорошо, досконально, постоянно изучать, зондировать. Вот это первое и важное. Второе. Руководитель не может, не должен доводить ситуацию до обострения. Для этого даны ему ресурсы, и самый главный ресурс – это доверие народа. Самый важный и ценный ресурс. Тебе доверили, ищи выход. Паллиативы, договоры, я не знаю, еще какие-то меры, но не надо обострять ситуацию, поскольку острота ситуации бьет прежде всего по людям. Вот это второй важный момент. Ну и, наверное, третий – это прежде всего помнить о том, что каждое наше слово, каждый жест, каждый поступок, каждый план, даже неосуществленный, имеет свои социальные последствия. Каждый. И чем выше это слово произносится, тем более серьезные последствия для общества это может иметь. Я не говорю, что это плохие последствия, но не утверждаю, что это хорошие последствия. Просто надо просчитывать на 10 шагов вперед. Если мы что-то планируем, мы должны понимать, в каком обществе мы будем жить тогда, когда наши планы воплотятся в жизнь. Александр Сергеевич, скажите, какие меры, на ваш взгляд, надо принять, чтобы вот случилась политическая релаксация? Ну, если коротко, думать надо. И не только мне. Я, в общем-то, коснулся тех рекомендаций, которые я хотел бы, чтобы были реализованы. Уважительное отношение к настроению людей. Если где-то люди недопонимают политику, предлагаемые меры, значит, надо аргументированно объяснять это, доказывать свою правоту. Если даже аргументированные доказательства не привели к результату, значит, надо смириться, надо считаться с людьми. Это совсем коротко. По этому вопросу у меня, когда вы здесь перечисляли причины и следствия, все, что у нас происходит накануне текущего времени, очень сложно, конечно, определить будущее. Но какие рецепты могут быть для того, чтобы самые такие изысканные, нормальные, человеческие, культурные традиции можно будет сохранить в наших условиях, и какие рецепты могут быть для этого? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вы переоцениваете мой научный потенциал. Увы, рецепты я дать не могу. Это и вы понимаете. Но я совершенно убежден в одном. Нельзя терять вообще ничего. Я как коллекционер последнюю бумажку никогда не выкину, прежде чем не изучу и не подумаю, можно ли ее сохранить в моей коллекции. Я с гордостью сегодня могу сказать, что моя коллекция и абхазотеки, и образов абхазоведения – это самая крупная в мире. Как получилось? Да так вот, оскорбленный тем, что произошло в 1992 году, я задался целью вернуть народу то, что можно собрать. Мне говорили, это сумасшествие, это невозможно, тем более за пределами Абхазии. Я собирал каждую бумажку, каждую открытку, каждый документ. Вот если каждый из нас возьмет одну бумажку, возьмет одну лопату, положит один кирпич и воспитает правильно одного ребенка, я убежден, что все будет нормально. Хочу немножко обратиться к вашей трилогии. Ну, есть мнение, что история
повторяется вот по спирали. Иногда говорят, вот какой бы к нашему вот сегодняшней ситуации, какой период в истории Абхазии вызывает у вас ассоциацию? Наиболее такой, знаете, вот переломный такой момент в истории. Это один вопрос еще касательно владетеля Михаила Шервашидзе. Вот вы упоминаете, говорите о нем и применили такое слово «странное поведение» Михаила, когда, значит, турецкое вторжение было здесь, в Абхазии. С одной стороны, это было расценено как русской администрации как предательство по отношению к России. Но как он мог себя повести в этой ситуации, когда, в общем-то, Россия вывела свои войска из Абхазии? И вот немножко вот не смогли бы вы говорить вокруг вот этой личности и вот именно вот этой истории, этого момента в истории? Да, действительно, совершенно справедливо. Ну, начнем с Михаила. Проще всего обвинять того, кого уже нет. И на костях танцевать самое простое дело. Во-первых. Во-вторых, я вообще по происхождению дворянин, из старинного дворянского рода. Я привык с уважением, с детства так воспитан, относиться к своему сословию. Хотя бы из этого уважения я не могу говорить что-то в отношении другого дворянина, тем более находящегося в таком положении. Но я так не поступал. Он был политик, грамотный политик. Хитрый, коварный, умный, как хотите. Его ценили в Санкт-Петербурге, его ценили в Стамбуле. Его ценили в Париже. И он часто встречался с представителями Великобритании. И все к нему относились. Собственно, если бы человек потерял потенциал уважения, к нему просто перестали приходить. Приходили лишь не для того, чтобы посидеть у него за столом. Просто когда человек начинает играть в карты, иногда происходит ситуация, которая говорит «заигрался». Ему подарили огромное поместье. Я, кстати говоря, когда встречался с премьер-министром Турции, тогда была Тансу Челер, мы проезжали мимо, она показала, это роскошный курортный район, тот район, который подарили князю Шервашидзе. Он был готов уже к переезду. Но ему одновременно подарили поместье под Санкт-Петербургом, недалеко от Царского Села. Туда он послал одного близкого родственника, здесь поселил второго и ждал информации, понимаете. Вот, еще раз говорю, я не говорю плохое о человеке. Он, конечно, старался думать, как это все сделать. Я сейчас готовлю публикации книги я готовлю долго. У меня всего-навсего около, такие вот, я имею в виду не учебники, не научные издания, а литературные, готовлю годами. Эту готовил уже лет 8, наверное, еще, наверное, год придется мне. Это период о Несторе Аполлоновиче Лакоба. Это высочайший человек в истории Абхазии. И это самый интересный период в истории Абхазии. Это период, когда Абхазия стала Абхазией. Вот никто не задумается, что до этого не было такой административной единицы. Никогда. Был вилает Абхазия турецкий, часть княжества Российской империи, а это самостоятельная республика. Это впервые некоторые принципы суверенности появились. У меня масса документов. Мне посчастливилось достать личный архив Лакоба. Тот самый.
тот самый. Весь купить не успел, американцы перекупили примерно 2/3, но я у них 1/3 перекупил. И мы долго вели переговоры, уговаривая друг друга продать. У меня есть совершенно уникальные материалы, связанные с делом абхазских товарищей. Вы молодые, вы не знаете, что это такое в 28 году, что было. У меня оригинальные протоколы тех лет. Я уж не говорю о том, что у меня есть оригинальная папка «Личный архив Берия». Не падайте, вы сидите. Да, это видеть материалы по Абхазии с его личной резолюцией, расстрелять Берия. Я свои книги, как выпускаю, те, кто читал, знают, я стараюсь меньше писать. Вот изображение, хорошее, качественное изображение. Вот краткая история возникновения. Думайте сами, решайте сами, как в известной песне. Все разумные люди. У меня материалы доносов друг на друга. В том числе тех семей, которых я знал, наверное, и вы знаете. Была дискуссия, публиковать или нет. Я считаю, что да. Каждый должен нести свой крест. Если я ошибусь, мое имя втопчет в грязь. Но если я не ошибусь, люди будут знать правду. Поэтому, на мой взгляд, самый интересный, самый яркий, самый насыщенный и самый информационно доступный – это период 20-30-х годов. Там всего 15 лет до его смерти. Ну вот какие тайны откроют нам архивы Лакоба и Берия, мы узнаем в следующий приезд Александра Сергеевича. Смотрите программу «Истоки». До свидания.